17 августа издание «Вечерний Бишкек» опубликовало материал под названием «Послу Азербайджана в Кыргызстане стройкомпания направила претензию». В этом материале было само письмо, в котором конкретно описывалась данная претензия. Оказывается, в 2019 году правительство Азербайджана решило сделать Кыргызстану щедрый подарок – построить парк дружбы Азербайджана в Кыргызстане, а также школу. Для нового парка мэрия Бишкека выделила 5,5 гектаров в престижном районе столицы на пересечении улиц Байтик-Батыра и Масалиева. Тогда же было начато строительство школы имени Гейдара Алиева на 550 учащихся мест в жилмассиве Кокджар. 10 января 2020 года посольство Азербайджана в Кыргызстане заключает договор с ОСО МИАДИ на строительство 2 объектов и проходит торжественная церемония закладки капсулы под новую зону отдыха горожан. В церемонии приняли участие экс-президент Сооронбай Джейнбеков и посол Азербайджана в Кыргызстане Гидаят Оруджев, а также другие высокопоставленные лица. ОСО МИАДИ обязалась закончить строительство 2 объектов до сентября 2020 года, но, увы. На строительство парка и школы посольство Азербайджана выделило $700 тысяч. Это не превысило 10% от общей суммы. Общая стоимость проекта составляла по договору $7 900 000 США. Несмотря на то, что было приостановлено финансирование со стороны посольства Азербайджана, строительные работы продолжились за счет собственных усилий строительной компании. ОСО МИАДИ, понимая серьезность реализации 2 социально значимых объектов, а также учитывая большую роль и значение в развитии двусторонних отношений между нашими странами, ОСО МИАДИ провело все работы в оговоренный срок и в соответствии со стандартами качества. Перед ОСО МИАДИ образовалась кредиторская задолженность. На сегодняшний день сумма долга составила около $3 миллионов. В августе 2020 году по неизвестным причинам посольство Азербайджана остановило финансирование. В данный момент 2 объекта переустановлены. Осознавая важность проекта, будучи уверенностью в своевременном финансировании, компания получила кредит для выполнения строительно-монтажных работ. Образовалась большая кредиторская задолженность перед поставщиками и субподрядчиками. В связи с этим компания несет серьезные финансовые затруднения. Убедительно просим вас оказать содействие решению данного вопроса. С уважением, генеральный директор ОСО МИАДИ Бобеков Мирлан Исенович. Как сообщает ОСО МИАДИ, парк готов на 70%, а школа на 40%. Но оплату за выполненный объем работы они так и не получили. По неизвестной причине финансирование было приостановлено, в связи с чем было направлено обращение в адрес посольства Азербайджана и МИД Кыргызской Республики, но никакого ответа нет. Посольство Азербайджана во главе с Гидаятом Оруджевым просто-напросто данную ситуацию игнорирует. Здравствуйте. Вас ОСО МИАДИ беспокоит. Мы хотели письмо оставить. Да, вчера уже приходили, я говорила, что в связи с пандемией мы письма не принимаем. У вас что, год пандемия, что ли? Мы уже год не можем вам письмо. Я через почту отправляю, вы обратно возвратную отправляете. Вы отправьте нам через министерство. И мы через министерство тоже отправили, вы ссылаетесь на то, что не можете получить. Все же работают, уже год никак не можем ни на прием попасть, ни письма передать. Как сообщает ОСО МИАДИ, по договору компания должна достроить объекты. Расторжение договора в одностороннем порядке не допускается. То есть ни посольство, ни компания не имеет на это права. И что интересно, компания более года оплачивает сама за охрану, воду, электроэнергию. Кроме того, посольство не выплачивает зарплату специалистам, которых нанимало, и технадзор. Более года за порядком и содержанием парка следит ОСО МИАДИ. Сложилась такая ситуация, что посольству нет дела до парка. ОСО МИАДИ обратилась в Генеральную прокуратуру Азербайджана через Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики, но, к сожалению, до сих пор ответа нет. Бизнесмены в удивлении и замешательстве по поводу сложившейся ситуации, а также отсутствия обещанного финансирования, решили напрямую обратиться к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с надеждой на то, что он поможет разобраться в сложившейся ситуации. У нас просьба, я считаю, законная. Это не требование. Мы поставили товар, оплатите услуги. Уже на протяжении 2 лет вот это у вас идет какое-то раскачивание и недофинансирование. Договора у вас заключены. Пожалуйста, выполняйте свои обязательства. К слову, этот подарок Кыргызстану в виде парка и школы был назван именем экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева.